Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Ам-Шекушара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. В Сухуми на набережной Махаджиров торжественно открылся 23-й фестиваль «Хибла Гирзмава приглашает». 6 категориям пенсионеров в республике повышен размер пенсии. Повышение затронет 80 человек. Этот и другие вопросы обсуждались на сессии парламента. 40 тонн питьевой воды отправила Абхазия в зону специальной военной операции. Гуманитарный груз сформирован по распоряжению президента Бадры Гунба. 2200 билетов выделено для детей из многодетных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья на представление цирка. Торжественное открытие Государственного историко-архитектурного музея-заповедника «Сухумская крепость» прошло в Сухуми. В Сухуми торжественно открылся 23-й фестиваль «Хибла Гирзмава приглашает». Помимо Хиблы Гирзмава на сцену вышли пианист Денис Мацуев и баритон Игорь Головатенко, оркестр МГАСО с дирижером Антоном Кришаниным. Открыл вечер народный артист России и Абхазии Евгений Князев. На месте работает наша съемочная группа. А мы продолжаем. Народную артистку Абхазии и России, кавалера ордена Ахцапша первой степени Хиблу Гирзмава и участников 23-го музыкального фестиваля «Хибла Гирзмава приглашает» Евгения Князева и Дениса Мацуева принял президент Бадра Гунба. Глава государства поблагодарил певицу за уникальную возможность соприкоснуться с великими произведениями музыкального искусства. Со своей стороны Хибла Гирзмава выразила благодарность за многолетнюю поддержку фестиваля. Хибла Ливарсовна, дорогие друзья, гости, позвольте поприветствовать вас. Рад вас встретить, принять вас в день открытия международного фестиваля Хибла Гирзмава, который проходит уже в 23-й раз. Основательница Хибла Гирзмава посвятила свой первый концерт, фестиваль своим родителям. Это очень отрадно, что сохраняется память, и этот фестиваль перерос в нечто высокое, то, что любят люди, то, что ждут наши соотечественники и далеко за пределами нашей страны. Хотел бы, конечно, от лица наших соотечественников поблагодарить вас, уважаемая Хибла, за ту уникальную возможность соприкоснуться с величием музыкального искусства, и то, что мы имеем возможность встречать именитых гостей в рамках данного фестиваля. Благодарю вас за такую возможность. Конечно же, этот фестиваль тоже особенный. Он приурочен 80-летию великого лидера, основателя нашего современного государства Владислава Григорьевича Ардзинба. Благодарю вас за то, что вы бережете эту память. И мы, конечно же, будем рады оказывать всяческую поддержку от лица государства. Еще раз приветствую вас, рад вас видеть. Спасибо вам большое за то, что вы много лет поддерживаете наш фестиваль, который в памяти о моих родителях прекрасно здесь живет уже 23-й год, и народ Абхазии, а так как этот фестиваль народный, народ Абхазии очень любит этот фестиваль и ждет, и мне очень лестно и приятно. Спасибо большое, что вы приняли моих высоких друзей, гостей. Это великий выдающийся Евгений Владимирович Князев, который для молодежи Абхазии очень много делает. И я надеюсь, что у него растет невероятная, талантливая, творческая плеяда абхазских актеров. Великий мой друг, пианист, народный артист России Денис Мацуев, вы прекрасно его знаете, он много лет бывал здесь, очень любит Псырцху и знает историю Абхазии. И мне очень приятно, что у него была возможность после своего фестиваля в Сириусе, он приехал и заехал к нам в Абхазию. Спасибо, нам очень приятно. Я надеюсь, что сегодня открытие у нас будет такое же грандиозное, как и всегда. Посвящаемый Владиславу Григорьевичу Ардзинба. Для меня он главный абхаз. И мне, конечно, очень приятно сделать вот такую дань сегодня. Спасибо большое.
После встречи с президентом Евгений Князев и Денис Мацуев поделились впечатлениями. Сегодня будет изумительный, уникальный концерт открытия нашего фестиваля, 23-й сезон. И я очень этим горжусь. Денис Леонидович, спасибо большое за то, что нашли время. И после Сириуса, после Сочи приехали сюда и будете играть на том рояле, который вы когда-то сюда привезли в филармонию и открывали его. Евгений Владимирович, спасибо за то, что у вас сегодня будет очень красивое художественное слово. И вы всегда украшение любого концерта. А на моем юбилее до сих пор люди вспоминают, как вы красиво говорили. Я открывал тот рояль, я его и закрою сегодня. Ну почему? Пусть он дальше живет. Нет, надо новый рояль обязательно сюда. Да. Мы будем участвовать в том, будем помогать, чтобы здесь появлялись новые инструменты. Но мы храму подарили еще один рояль, да. Я все Но знаю. СТНВ впереди. Да, вы знаете, я настолько сейчас в таком прекрасном расположении духа, несмотря на то, что проснулся не в очень хорошем состоянии, но вот эта встреча с президентом, это настолько вот теплая и дружеская. Я никогда не забуду, как он меня встречал, будучи министром культуры, тогда 10 лет назад, по-моему, это было, либо 12, 14 даже. Вот, и я пожелал министру культуры действующему удачи. Вообще это хорошо, когда люди из культуры занимают такие большие посты. Я хочу сказать, что я очень люблю это место с детства. Я проникнут большой любовью по отношению и к земле, и к людям, которые здесь, потому что куда бы я ни зашел, везде у Хиблы родственники, начиная, так сказать, музея, заканчивая таксистом, заканчивая людей, которые продают билеты в пещеру. Надеемся, что сегодня будет огромный праздник музыки, будет чудо возникновения музыки, будет чудо рождения вот этого музыки, голоса, прекрасного Черного моря, голубого неба и музыка, которая дает возможность оставаться всегда молодым. Ну что ж, дорогие друзья, мы возвращаем вас на набережную Махаджиров, где в эти минуты проходит фестиваль «Хибла Гирзмава приглашает». На месте работает наша съемочная группа. Шазина Ханагу расскажет, что происходит на набережной прямо сейчас. Добрый вечер, Шазина. Сейчас на набережной Махаджиров очень жарко в прямом и в переносном смысле. Расскажи, пожалуйста, отразилась ли эта жара на настроении выступающих и зрителей? Какая атмосфера царит на концерте? Много ли людей? Нарсоу, благодарю за предоставленное слово. У самого моря, прямо под открытым небом, в этот жаркий июльский вечер великая музыка и великие голоса пробирают до дрожи. Эхом по берегу разносятся легендарные произведения. Фестиваль «Хибла Гирзмава приглашает». По традиции открыли в Сухуме. Театральная площадь заполнена зрителями. Люди бурными овациями встречают и провожают каждый выход на сцену. Здесь музыку дарят большие мастера, музыканты с большой буквы. Фестиваль, как и его хозяйка, постоянно гастролирует по миру, но всегда возвращается домой. Многие мечтают попасть на ее концерт. И находясь здесь, в Абхазии, их мечты сбываются. Сейчас рядом со мной гость, зритель из города Москвы. Елена, здравствуйте. Елена, расскажите, пожалуйста, нам о себе, откуда вы сегодня приехали. Мы знаем, что с Москвы, с кем и как настроение? Я приехала из Москвы. Нахожусь здесь 4 месяца в году, в летнее время. Очень обожаю Абхазию, так как я здесь выросла, училась здесь. Сейчас живу, конечно, постоянно в Москве, но есть возможность на пенсии ездить на такой большой срок. И обязательно посещать фестиваль «Хибла Гирзмава». Я ее просто обожаю. Это мировая звезда, это оперная дива, которой нет, наверное, нет равных. Вот я считаю, что нет ей равных просто. В каких городах вы уже успели побывать на фестивале? Я была в Пицунде, на фестивале, была на концерте на стадионе здесь на День Победы, тоже Хибла Гирзмава пела песню об Абхазии. Вот. Была позапрошлом году на опере «Тоска». В прошлом году Хибла Гирзмава выступала с Игорем Бутманом. И вот я снова здесь. Соответственно, Денис Мацуев тоже мой кумир. Так что я в восторге. Я очень счастлива. Елена, вы давно увлекаетесь классической музыкой? Давно, я с детства увлекаюсь. Что желаете от нас?
Я желаю абхазскому народу процветания, и я очень надеюсь, что именно сейчас начнется быстрыми темпами восстановление Абхазии. И Абхазия еще покорит всех настолько, что просто все сюда будут ехать, больше никуда. Спасибо вам, Елена. Желаю вам приятного вечера. Нарсоу, вот такая атмосфера царит сейчас перед Театральной площадью. Коллеги. Спасибо, Шазина. Безусловно, тем, кто сейчас на набережной, повезло увидеть и услышать вживую именитых исполнителей классической музыки. А те, кто не попал на концерт, смогут увидеть его на нашем канале сразу после выпуска новостей. Фестиваль Хибла Гирзмава приглашает, проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Республики Абхазия, Президентского фонда культурных инициатив и генерального партнера Альфа-банка. В этом году он продлится с июля по декабрь. Всего запланировано более 20 концертов в Абхазии, городах России и зарубежных стран. До начала концерта уже по сложившейся традиции Хибла Гирзмава и участники фестиваля ответили на вопросы журналистов. Я вообще в Абхазии впервые, и получается, что вот и на этом фестивале я впервые, хотя мы пели концерт в Большом зале консерватории, по-моему, пару лет назад, он тоже был в рамках фестиваля, но вот в Абхазии, именно в Сухуми, я впервые. Вот. И, конечно, очень здесь все красиво, очень приятно, что море рядом, я очень люблю море. Вот. Так что, надеюсь, что все хорошо пройдет, несмотря на погодные условия, потому что действительно очень жарко. Вот. Но надеюсь, что нам это не помешает. Репертуар довольно такой известный, то есть это Чайковский, Верди, довольно такая музыка, в общем, меломанам очень известная, но мы постарались подобрать номера эффектные, красивые, довольно насыщенные и вокально, и в оркестре. Поэтому я думаю, что программа будет такая разнообразная и интересная. Это большое событие для меня, участие в таком замечательном фестивале, в таком красивом городе Сухум. Я вообще впервые в Абхазии. И для меня это город открытия, так как я в нем не был. И посетив пляжи, походив по городу, этот город со своей изюминкой. Я люблю эту землю, я люблю Абхазию. Я как-то вот, когда я первый раз, мы с вами находимся в здании Абхазского театра. После войны, которая была 25 лет назад, закончилась, может быть, там чуть больше, чуть меньше, очень много было Сухума разрушено. И так как вот этот 23-й фестиваль будет Владиславу Ардзенбо посвящен, то это он первый президент Абхазии, когда страна была в разрушенном состоянии. Это его было принятие решения первым зданием отреставрировать здание театра, Абхазского театра. И я могу представить, до какой степени было велико это значение, потому что только те культурные ценности, которые есть в стране, они могут говорить о развитии нации. На эти фестивали к Хибле приезжают каждый раз такие огромные артисты. Это говорит о ее значении Хиблы в театральном мире. Какое количество у нее блистательных друзей, которые соглашаются летом приехать вот в эту, трудно находиться в такую жару и при такой влажности, работать, но Хибле отказать невозможно. Так что такое счастье, что здесь проходит этот праздник, и что он поддерживается, и мне кажется, что и сейчас публика будет очень довольна, потому что будет рождение чуда, потому что сама Хибла – это театральное чудо. Я уже не первый раз буду выступать на этой площадке. Это совершенно прекрасное, чудесное место перед Пицунским храмом. И я уже выступала не
2 года назад, когда мы приезжали с фестивалем «Хибла Гирзмава приглашает», но я тогда еще не была лауреатом. Я приезжала как гостья, но с лауреатами первого конкурса. И это, конечно, большое счастье вернуться сюда снова уже как лауреат Гран-при. Это большая ответственность, большая честь для меня. И, конечно, я безумно счастлива вновь вернуться в эту прекрасную страну, в это прекрасное место. Я ни в коем случае не хочу сравнивать, потому как Абхазия – это место силы. Поэтому для меня фестиваль первым долгом для моего народа и для меня, для самой. Мне очень важно сюда приехать для того, чтобы почувствовать это место силы. Владислав Григорьевич Арзамба для меня главный абхаз. Он был всегда для меня главным абхазом, он для меня очень много сделал. И этот фестиваль начался с его благословения. Тогда он дал этот путь этому фестивалю. И я очень рада, что он продолжает вот это красивое действо. Владислав Григорьевич, он нас научил любить Родину, и он нас изумительно обрамлял всегда. И, конечно, этот дух Владислава Григорьевича Арзамба, конечно, и сегодня, потому что в память о нем сегодня открытие, 80-летие, и великий он был человек. Путь, который он дал нашему фестивалю, он будет дальше продолжаться очень красиво. Воздавая дань традиции музыкального фестиваля, Хибла Гирзмава, Денис Мацуев, Игорь Головатенко, Антон Гришанин высадили на набережной Махаджиров сакуры рядом с деревьями, посаженными в прошлые годы. Хибла Гирзмава выразила надежду, что в цветущей тени этих деревьев будут укрываться гости ее фестивалей будущих лет. К другим новостям. 6 категориям пенсионеров в республике повышен размер пенсии. Соответствующие поправки приняты депутатами Народного собрания на последней перед уходом в отпуск сессии парламента. Повышение затронет 80 человек. Также усилена административная ответственность в сфере охраны труда и здоровья населения. Кроме того, до 1 февраля следующего года установлен мораторий на перевод земель сельскохозяйственного назначения в другие категории земель. Подробности заседания в материале Гундышова. Участникам и инвалидам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС пенсия будет увеличена на 3000 рублей. Начисление будет осуществляться с 1 августа этого года. Под увеличение пенсии попадают 34 человека. Выделенная сумма составит 1 миллион 200 тысяч рублей. Пенсия увеличивается на 3000 рублей. Также проектом закона предусматривается увеличение пенсии инвалидам, гражданам республики, кто стали инвалидами в результате ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС. Первой категории также на 3000 рублей, с 3500 до 6500. Инвалидам второй группы также на 3000 с 2500 рублей в месяц до 5500. И инвалидам третьей группы с 2000 рублей до 5000 рублей. Также повышены пенсии инвалидам Отечественной войны первой группы на 6500 рублей, второй группы на 4500 рублей, третьей группы на 3800 рублей, участникам Великой Отечественной войны на 2500 рублей в месяц, семьям погибших в Великой Отечественной войне на 5000 рублей в месяц, инвалидам боевых действий в Афганистане 3 групп инвалидности на 3000 рублей, инвалидам Советской армии при прохождении военной службы на 3000 рублей. Общее число граждан, кого коснется данное повышение, составляет 80 человек. Дополнительные средства, которые необходимы для финансирования данных изменений, составляют 3 миллиона 574 тысячи рублей. Финансирование повышения, в случае, если вы поддержите данные поправки, будет осуществляться за счет средств пенсионного фонда. Депутаты приняли решение об усилении административной ответственности за нарушение требований санитарно-эпидемиологической безопасности в случае, если это причинило вред здоровью человека, вплоть до приостановки деятельности предпринимателей, допускающих нарушения на срок до 90 дней. Мы часто сталкиваемся с тем, что бытовой мусор выкидывают, огромные холодильники и так далее. Главы администрации городов и районов испытывают большую проблему.
И, собственно, этот проект связан именно с этим. Здесь есть и штрафные санкции, плюс есть административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, соответственно, на 3 месяца. Марата Авицба утвердили судьей Верховного суда. 30 депутатов проголосовали единогласно «за». Депутаты парламента установили мораторий на перевод земель сельскохозяйственного назначения в другие категории земель до 1 февраля 2026 года. У нас 8 категорий земель. Мы только взяли сельхоз, потому что и видим, это хорошо, когда наши граждане берут земли в аренду, строятся. Ну вот как я вижу, не везде стройка идет, может какие-то проблемы, и заодно узнаем. Из 100%, я думаю, 92 не строится. Наши граждане иногда пользуются правом переуступки аренды земель. И это тоже хорошо, если там будет что-то идти, да, проблем нет в этом. Лишь бы что-то делалось. Но мы узнаем, сколько выдано, что построилось, и кабинет министров для себя это узнает, что происходит вообще у нас в этой сфере. Депутаты парламента внесли во втором окончательном чтении изменения в закон о несостоятельности, банкротстве кредитных организаций. Проектом закона устанавливается, что в случае надлежащего исполнения обязательства кредитной организации перед кредиторами, вне зависимости от сроков погашения обязательств, Банк Абхазии вправе выдать указанной кредитной организации лицензию на осуществление банковской деятельности. О несостоятельности, банкротстве кредитных организаций. Ну, скажу коротко, значит, у нас в Абхазии 4 банка, у которых отозвана лицензия. Общая сумма задолженности перед бюджетом в лице Национального банка Республики Абхазия около 160 миллионов рублей. Значит, механизм отзыва лицензии действует так: как только лицензия у банка отозвана, в течение полугода, значит, банк должен погасить. Если не погасит долг, то значит он не имеет дальше возможности работать. И так как эти 4 банка, они получаются в подвешенном состоянии, мы приняли решение, значит, дать им возможность, да, в течение года, что они имеют возможность заплатить, значит, этот долг и дебиторские задолженности и работать в нормальном режиме. Заседание стало последним в весенней сессии Народного собрания. Депутаты парламента ушли на каникулы. С 4 августа по 9 сентября они будут находиться в ежегодном оплачиваемом отпуске продолжительностью в 36 календарных дней. Кунда Шоуа, Камила Джопуа, Ахра Амичба. Абхазское телевидение. 40 тонн питьевой воды отправила Абхазия в зону специальной военной операции. Гуманитарный груз сформирован по распоряжению президента Бадры Гунба. Машины с грузом отправились в четверг, 31 июля. Нехватка питьевой воды – одна из основных проблем на Донбассе. На данный момент ее подают по графику раз в 3 дня. По поручению главнокомандующего президента Республики Абхазия Бадры Зуравовича Гумба правительством Республики Абхазия был сформирован гуманитарный груз 40 тонн питьевой воды, что сегодня очень необходимо для бойцов на линии фронта, в том числе и жителей, проживающих на территории СВО. Крайний раз мы отправляли гуманитарный груз накануне Нового года. Каждый год с 2014 года мы отправляем гуманитарный груз. Мы постоянно с ними в контакте. Учитывая ситуацию, то, что на Донбассе есть такая необходимость питьевой воды, и решением руководства страны, главнокомандующего, было принято, чтобы отвезли мы 40 тонн бутилированной воды. И мы сейчас готовы к отправке, и сейчас будем выезжать. Нас ждут уже там, они в курсе. И я думаю, что это очень полезно и нужно. Одну машину отправляем, заезжаем сейчас в Донецк. С Донецка вторая машина поедет на Луганск. Я сам буду сопровождать. 2200 билетов выделено для детей из многодетных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья на представление цирка «Созвездие смелых». Благодаря поддержке Бадры Гунба и Росгосцирка в течение августа дети со всей республики смогут увидеть яркое и незабываемое шоу с участием поющих тигров, медведей, велосипедистов, экстремальных мотокаскадеров, акробатов и воздушных гимнастов. Репортаж Айлиты Арутюнян.
софиты включены. Зрители замерли в ожидании начала. Каскадеры удивляют, клоуны смешат, а трюки четверолапых хищников завораживают. Две 1200 билетов выделено для многодетных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья со всей республики. Благодаря поддержке Бадры Гумба и Росгосцирка в течение августа они смогут увидеть яркое и незабываемое шоу с участием поющих тигров, медведей-велосипедистов, экстремальных мотокаскадеров, акробатов и воздушных гимнастов. По поручению президента Республики Абхазия к нам обратилась администрация аппарата президента, и мы выделили 2200 билетов на весь месяц с июля по август распределены они. И Министерство культуры и компания Росгосцирк предоставила квоту на все эти билеты для деток. Цирк со своими незабываемыми номерами расположился на республиканском стадионе, но оказавшись под куполом, как будто попадаешь в другое измерение, где ты не просто зритель, а важная часть захватывающего дух шоу. Очень понравилось выступление, море эмоций, очень много сложных трюков было выполнено. Смотрели просто на одном дыхании, мои дети с удовольствием, я думаю, придем еще. Мне здесь понравилось абсолютно все, но больше всего мотоцикл. Это было просто огонь. Я сюда приду еще не раз. Благодаря кропотливой, ответственной работе каждого участника цирка зрители унесли с собой массу насыщенных и неповторимых впечатлений. И, конечно же, сами представления проходят на ура. Созвездие первых, гастроли которого впервые проходят в Абхазии. Наши зрители уже успели насладиться этим великолепным шоу. Вы тоже хотите это сделать? У вас есть такая возможность. Он будет здесь до 14 сентября включительно. Аэлита Арутюнян, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Команда Абхазии запускает проект «Прошагай город» при поддержке WebRF. Уже этой осенью он стартует в 5 городах Абхазии. Проект направлен на развитие инфраструктуры и популяризацию достопримечательностей. Инициатива, реализуемая совместно с российской госкорпорацией WebRF, поможет создать новые маршруты, обновить онлайн-карты и вовлечь местных жителей в развитие туризма. В Сухуми продолжают демонтировать незаконно установленные рекламные щиты. На этот раз демонтировали еще 10 незаконных рекламных конструкций. Среди них 7 отдельно стоящих щитов и штендеров, которые портили вид улиц Дзария, Эшба и Акиртава. Администрация Сухума напоминает о необходимости перед установкой рекламных щитов убедиться в наличии всех разрешительных документов. На ЖД станции Гечрипш начались ремонтные работы по восстановлению здания вокзала. Работы будут проводиться поэтапно. Станция Гагрипш не функционирует со времен окончания войны народа Абхазии. Руководством АЖД восстановлению вокзалов и станции уделяется повышенное внимание. В рамках намеченной программы за счет бюджета АЖД частично отремонтированы Сухумский и Гудаутский вокзалы, а также проведен капитальный ремонт станции Абаата. Восстановлена станция Псырцха абхазскими инвесторами, начаты работы на станциях Новый Афон и Гагрипш. Полностью завершить восстановление станции планируют в течение 2 лет. Около недели назад мы начали демонтаж старого покрытия тротуарной плитки. Через 2 недели мы собираемся закончить данные работы и начать укладку новой тротуарной плитки. Также мы в данный момент заняты снятием старой кровли. Будем ее менять на новую фальцевую. Помимо этого, в течение 1-2 лет мы собираемся провести капитальный ремонт вокзала, заменой окон и балюстрад. 30 лет никто этим не занимался. В данный момент, благодаря нашему руководству, у нас начали появляться финансы, и понемногу мы начали восстанавливать вокзал.
Торжественное открытие Государственного историко-архитектурного музея-заповедника «Сухумская крепость» прошло в Сухуме. Сухумская крепость – это уникальный памятник историко-культурного наследия, отражающий становление и развитие Сухума, начиная с древнегреческой колонизации по настоящее время. На церемонии открытия была Нала Чинджери. Сохранение и охрана памятников культуры – тема не новая для Абхазии. Многие из них и вовсе заброшены и находятся в разрушенном состоянии. Подобная судьба ждала и заповедник Сухумская крепость. Данный памятник может и должен привлекать людей разных сфер и обычных граждан. Сделать из исторической территории музей под открытым небом решился директор заповедника Айнар Иналыпа. Преобразование крепости в часто посещаемый культурный объект позволит заповеднику стать самообеспечиваемой государственной единицей. Немножко, не сильно поменять концепцию заповедника и сделать из ее из узконаправленного археологического объекта, сделать ее доступной для посещения, в том числе туристов. То есть сделать из нее культурный центр, научным центром крепость была, есть и будет. Это позволит нам вывести заповедник из списка дотационных объектов в список самоокупаемых, самообеспечиваемых. Музей под открытым небом с каждой минутой зазывал все больше и больше людей, приветствуя каждого гостя. Тут можно было увидеть историков, археологов, да и обычных граждан, которые попали сюда впервые, так как до этого объект был закрыт для посещения. Среди почетных гостей и руководителей страны. Большой интерес вызывает. Вот сегодня даже со вчерашнего дня активно начали. Да, во всех информационных средствах, да, информации везде, на всех площадках. Очень хорошо. Историю все любят, теперь ее надо еще досконально знать, вообще будет хорошо. Экспозиции разных времен, копии карт и картин, боевые орудия, тысячелетние камни. Все это представлено в бывшем здании тюрьмы. Первую экскурсию провел декан исторического факультета Али Габелия. Он показал фрагменты каменного надгробия, которые, возможно, относятся к месту захоронения абхазского князя Килишбея Чачба. Фотографии, помнишь? Есть фотографии, которые... И вот какие-то детали, которые мы нашли именно несколько лет тому назад. Очень важно, что такой музей в центре города, да, под открытым небом, конечно, и для туристов, и для местных жителей. Идею Айнара Иналыпа сделать из заповедника музей под открытым небом поддержал депутат Народного собрания Дмитрий Маршания. Позже ее одобрили в парламенте, и в республиканский бюджет были заложены средства на реализацию. В нашем детстве мы здесь в футбол играли, и не все знали вообще значение этого памятника. А сегодня у детей есть возможность прикоснуться к истории, приходить сюда. Здесь будут проводиться, наверное, какие-то занятия учебные и так далее. И это очень важно, чтобы память нашего народа, она всегда оставалась, значит, и передавалась. И для будущего поколения, мне кажется, это очень важно. В 2016 году было принято решение о создании заповедника, директором которого был назначен наш друг Айнар Иналыпа, который первое время на энтузиазме, когда никто не верил вообще, что такое событие состоится, значит, он в это верил, он и все причастные к этому. Я хочу их поблагодарить. Сегодня мы видим, что старт положен. Работы тут, конечно, еще в плане раскопок на десятилетия вперед, и я уверен, что эти работы продолжатся, государство будет поддерживать на всех уровнях, в том числе администрация. Мы выражаем готовность поддерживать этот проект, помогать. Музей разделен на 7 тематических зон, которые рассказывают о разных временах того периода. Проведена капитальная расчистка, проложены пешеходные дорожки, установлены фонари, освещение, лавочки. Также в местах раскопок установлены информационные таблички. Идет разработка второго проекта музея. Очередной раз, когда мы собрались здесь на крепости, уже было принято решение создать проект. Это было уже просто необходимо, чтобы сделать какой-то шаг навстречу к тому, чтобы мы вот сейчас оказались тут, и музей-заповедник под открытым небом наконец заработал. Первые раскопки в Сухумской крепости были проведены в 1866 году. С тех пор здесь, не переставая, ведется работа. Каждый год студенты исторического факультета АГУ пытаются найти место захоронения Килишбея Чачба. Обо всем об этом будут рассказывать посетителям на экскурсиях. Просто шли случайно, я смотрю, как бы написано музей, решили зайти, посмотреть. Очень так здорово,
хорошо, очень понравилось. Ну, пушки тоже, ну, вообще ваша вся достопримечательность, вот эта вот вся крепость, вообще старинные вот эти вот строения. Это так интересно, как бы узнать, увидеть, вот посмотреть. Впечатление просто на максимуме. Понравилось все. Это все необычно, это что-то новое для меня. У нас в Перми такого как бы толком почти негде посмотреть. И даже побывала вот в этом здании. Очень интересно. Это посмотреть и карты, и почитать, и узнать что новое. Это, правда, очень здорово. Я пока не изучала историческую справку, что здесь именно, в каком веке это все образовалось. Но я вижу, какие сделаны работы. Я вижу, как тепло и с любовью отнеслись к этому люди. И меня, конечно, это восхищает тоже. Вот. Я желаю, чтобы это пространство с каждым годом все больше процветало, наполнялось любовью, детскими голосами, чтобы детки сюда приходили, потому что надо взращивать наше молодое поколение, рассказывать им про историю. Вот. И успехов и процветания вам. Вход в музей будет платным для туристов. Теперь заповедник не только научно-познавательный, но и туристический центр, где можно прикоснуться к богатой истории Абхазии. Налач Хинджери, Аля Самичева, Абхазское телевидение. А сейчас расскажем о погоде. В Абхазии 1 августа ожидается облачная погода. Местами возможны осадки с грозой, град. Температура воздуха ночью 22-27, днем 28-33 градуса тепла. Температура морской воды плюс 28 градусов. На этом информационный выпуск Амшевшара подошел к концу. Всего хорошего, до свидания. А эфир Абхазского телевидения продолжает концерт Хибла Гирзмава приглашает.